когда-либо ваш портрет? Мой портрет никогда не рисовали. Какой вопрос вы боитесь больше всего? Я никакого вопроса не боюсь. Я боюсь, знаешь чего? Того, как я отвечу на какой-либо вопрос. Вот этого я больше всего боюсь. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как Как вы? доехали? Спасибо, хорошо. Меня муж привез на машине, комфортно. Как ваше настроение? Замечательное. Вот смотрю на эти краски, и я думаю, что у меня такое и настроение. Здравствуйте, Светлана Анваровна. Меня зовут Айдар. Я приехал из Республиканской художественной гимназии-интернат имени Касима Аскаровича Давлетгильдеева. У меня к вам вопрос. Вы в детстве мечтали стать певицей? Нет, не мечтала. Я в детстве не мечтала стать певицей. Я просто пела на утренниках в школе. И как-то так получилось, что в итоге моя жизнь оказалась связана с пением. Я всю жизнь мечтала научиться играть на фортепиано. Но сами понимаете, что фортепиано – это такой инструмент, который мог не в каждой семье быть, правда? Его сложно купить. И по тем временам это было довольно дорого. И вот так эта моя детская мечта заниматься музыкой практически не осуществилась. Была такая небольшая робкая попытка заниматься скрипкой, но скрипкой мне почему-то не очень понравилось заниматься. В детстве вы были послушным ребенком? Я была в детстве супер послушным ребенком, молчаливая, мало говорила, улыбалась так, тертиплитепкине, вот такая была. А вас родители ругали? Нет, меня родители никогда не ругали, потому что я, видимо, вот в силу того, что я была очень, не хочу сказать замкнутая, но очень молчаливая, много читала, много рисовала и шила. У меня была детская швейная машинка, я на ней шила. А бывали обиды на них? То не было поводов ругать меня. На родителей обиды? Да. На родителей никогда не обижалась. Не помню ни одного случая, чтобы я обижалась на своих родителей. И более того, я считаю, вообще это неправильно обижаться на родителей. Родители, если они даже что-то делают какое-то неправильное, что-то обидное в адрес ребенка, они все равно это делают из лучших побуждений. Меня зовут Айзада, я из Республиканской художественной гимназии-интернат имени Касима Аскаровича Давлетгильдеева. Вот вы учились в нефтяном университете. Как вы оказались вокалистом? Вот когда я была маленькой, так получилось, что в первом классе я спела на утреннике песню Дмитрия Кабалевского «Наш край». То березка, то рябина. Знаете такую песню? Слышали ее, да? Да, да. И вот и так все мое школьное детство прошло в выступлениях на различных конкурсах, смотрах и так далее. И мне все говорили, что мне нужно пойти в певицы, пойти учиться пению. Но я как-то этому сопротивлялась и себе сказала, что я пойду поступать в нефтяной институт. Он тогда назывался институт, как сейчас помню, нефтемеханический факультет. Я должна была бы быть проектировщиком нефти и газопроводов. А любовь к пению – это от родителей? Ну, наверное, да, от родителей, наверное. Но хотя я не помню, чтобы мама много пела, папа, чтобы много пел. Но и мама, и папа очень хорошо пели. У них были хорошие голоса. Я читала, что ваш папа был награжден орденом Красной Звезды за отвагу и за взятие Берлина. Вы гордитесь этим? Да, это, вы знаете, очень горжусь. Причем, чем я старше становлюсь, вот я уже практически бабушкой стала, я еще больше стала гордиться этим. Когда я была молода, я этому не придавала такого сильного значения. Но вот сейчас я просто
я представляю, что он, когда был на фронте, он был молодой совсем. После школы сразу его забрали на фронт, и он там такие чудеса героизма проявлял. Это уважение достойно величайшего. А сохранился аккордеон вашего папы? Нет, он не сохранился, но он много лет он у нас был. Я, когда была маленькая, я помню, что я пробовала, на нем играла все время. Мне так нравилось, такой красивый тембр аккордеона. А что с ним случилось? Его просто подарили каким-то нашим родственникам. Вот, и потом уже следы этого аккордеона затерялись. А он часто пел? Папа? Да. Да, папа пел. Папа часто пел. Потом уже, когда я вот была взрослая, уже даже была студенткой, вот тогда я слышала, что он пел. А в детстве, говорю же, я мало слышала. Но папа вот любил такие грустные песни. А вы вместе с ним пели? Пела. Пела, например, вот он очень любил песни на тему войны. Вот те песни, которые были написаны во время Отечественной войны. Например, была такая песня «В кармане маленьком твоем есть карточка твоя». Вот мы эту песню, помню, я у него научилась этой песне. Все вот фронтовые песни, которые сейчас поются, я научилась не по радио, не в школе, а именно от папы. «Маленький синий платочек», там, «Смуглянка», вот такие все песни, это все от него. Кем в детстве был вашим кумиром? Кто? Ну, если говорить про кумиров, наверное, тебя больше интересует с точки зрения певцов, да, ты имеешь в виду, или в принципе? В принципе. Ну, вы знаете, самыми главными кумирами для меня в детстве всегда были мои родители. Моя мама и мой папа. Я их очень любила, как все дети. И для меня они были авторитетом. У меня мама была замечательная женщина. Я чувствовала, как она меня любит и как она... Вот она рада всему, что я делаю. Я пела, она с удовольствием меня слушала. Я, допустим, платье себе красивое шила. Она говорила, какая ты у меня красивая. Хотя, наверное, были девочки еще более красивые, чем я, правда же? Папа меня, я чувствовала, что он меня уважал за то, что я училась очень хорошо. И когда я приносила хорошие отметки и решала быстрее всех, допустим, контрольную, я всегда мысленно представляла, как одобрит это папа мой. То есть вот мои родители были кумирами. А если касается пения, то я всегда слушала какую-то женщину по радио, которая пела глубоким красивым голосом песню, такая там история душещипательная, как проезжий офицер у них останавливался, как она его полюбила и как она потом про него всю жизнь думала. Вот. Потом уже, когда я стала взрослой и стала учиться, вот у нас в Институте искусств стала вокалисткой, я поняла, что это была певица Максакова. То есть вот я ее записи слушала, оказывается. У нее красивый тембр, красивый, глубокое меццо-сопрано было. И вот наше детство было таким, что мы по радио слушали все-таки песни, которым хотелось подражать, и которые стимулировали пение. А сейчас песни стимулируют больше что? Которые мы слышим по радио. Больше стимулируют не попеть, а что потанцевать, подвигаться, да? Что есть тоже неплохо. Но вот раньше все-таки мы слушали то, что развивал наш голос. И я немножко по этому поводу даже печалюсь. А чем для вас пахнет детство? Детство для меня пахнет... Вот я любила ездить в деревню Нусибашево в Салаватском районе. Моя Кортине и Кортетей жили там. И там у них была корова по имени Фиалка. Ее Фиалкой звали. У нее такая белая звезда, она была рыжей. И вот когда Анне я называла Кортине, подоет корову, и вот молоко процедит, да, и дает пить.
Вот это вот запах вот этого молока, вот это для меня запах детства. По каким критериям вы отбираете студентов? Первый критерий – это наличие голоса. Второй критерий – наличие интеллекта. Третий критерий – это какая-то изюминка должна быть. Изюминка в голосе? Да, изюминка вот в человеке, в голосе, в манере пения. Мы стараемся брать обучению пению таких, которые очень хотят петь и которые не мыслят без певческой профессии себя. Вот такие люди при наличии даже более скромных голосовых данных, они способны достигнуть более больших высот, чем люди, просто обладающие голосом, но не имеющие к этому фанатического такого стремления, или такие, которые, например, могли бы петь или могли бы не петь. Как правило, из таких хороших певцов не бывает. У них всегда что-то случается, что они уходят из этой профессии. Светлана Анваровна, Да. вот я пою в ансамбле. Скажите, пожалуйста, а мне поздно научиться петь профессионально? Вот я думаю, что в твоем возрасте вообще еще даже рано профессионально учиться. Надо просто учиться петь, петь в удовольствие, как бы не мудрствуя лукаво лишнего, да? А вот уже сама профессиональная ориентация, она происходит гораздо позже, когда человеку 16, 17 и даже, может быть, 18 лет. И вообще учиться петь никогда не поздно. Другое дело, для чего учиться петь? Просто петь для удовольствия или для профессии, да? Но для профессии не раньше 18 лучше. А кто вам больше нравится, Монсеррат Кабалье или Мария Каллас? Ой, они мне обе нравятся, потому что каждая по-своему хороша. Монсеррат Кабалье мне нравится больше по манере пения, по технике пения. А Мария Каллас, она поет более жестко, пела, вернее, более жестко, может быть. Ну, с точки зрения голоса, как вот части организма нашего, да. Но она была уникальным человеком, что она оперное искусство возвела на уровень высокого драматического искусства. Она, в общем-то, в угоду этого и, можно сказать, даже не берегла свой голос. Как оперным певцам удается сохранять свой голос? Очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Вопрос замечательный просто. Этот вопрос можно вот как бы трафаретно убрать слово оперный певец, да, и поставить любую профессию. Как дикторам удается сохранять свой голос на протяжении профессиональной деятельности, как рок-певцам удается сохранять свой голос, как просто учителям, да, вот вы заметили, что многие учителя, да, устают у них голоса, хрипят голоса. То есть вот момент того, чтобы сохранять голос в порядке, он касается всех. А мне кажется, вот такой парадокс, но оперный певец, он лучше сохраняет голос, чем, например, учительница в школе. Потому что у него хорошая техника пения, такая техника пения, когда голосу, гортани помогает дыхание. И тот уровень смыкания голосовых связок, который возникает в оперном пении, он все равно балансируется правильным дыханием и правильной акустикой. Вот когда мы произносим, как-то специфично произносим во время пения, да, вот это создает такое равновесие снизу подсвязки и сверху, да, и вот такое вот равновесие воздуха оттуда и отсюда дает такие условия для смыкания голосовых связок, что голосовые связки, в общем-то, терпят минимальное напряжение. Но это возникает за счет только хорошей техники пения, за счет хорошей школы. А почему ломается голос? Ломается. Такое страшное слово, правда? Ломается голос.
Вот потому, что голос, во-первых, находится в гортани. Вот знаете, да, все потрогайте вот так вот тут у нас. Голос находится вот тут в гортани. И когда человек растет, гортань тоже растет, да? В гортани находятся голосовые связки. Вот когда мальчик вырастает до определенного возраста, у него гортань резко увеличивается, а голосовые связки, они растут чуть медленнее, чем хрящи гортани. И поэтому, когда возникает такая ситуация, что голосовые связки как бы у маленького мальчика, а гортань как у уже взрослого мальчика, да? И вот голосовым связкам уже невозможно по-старому работать. И голосовые связки, чтобы сохранить себя, начинают работать немножко по-другому. И мы слышим другой голос. А что вам помешало стать певицей? Такое слово, такой глагол употребил, помешало. Плохому танцору мешают обычно сапоги, да ведь? Там они или жмут, или хлябают. Вот я думаю, что мне ничего не помешало стать певицей. Я сама себе помешала стать певицей. Вот есть такое суждение, что нужно, если ты чего-то хочешь, нужно об этом очень определенно мечтать. Слышали про такое, да? Да. Что я хочу стать великим художником. А если ты будешь говорить, что я могу рисовать, могу не рисовать, а может быть, я в другую профессию, но ты занимаешься все равно, да, вот учишься художественному, да, ремеслу. Вот, наверное, такой подход, он расшатывает человека в своих стремлениях. У меня никогда не было желания стать певицей. Но как-то так я поддалась такому мнению обо мне, что у меня хороший голос и что я должна стать оперной певицей. В какой-то момент мне так показалось. Я училась, я закончила институт искусств. Была возможность потом петь в филармонии, например. Но как-то так произошло, что я решила преподавать. Думаю, потом буду петь. Начала преподавать год, второй, третий. Вот так и преподаю до сих пор. Спасибо. Иногда пою. Но я себя считаю певицей. Я по образованию певица. Я неплохо пою. Я иногда, как принято говорить, выступаю в концертах. А спойте нам, пожалуйста. А что бы вы хотели услышать? Ваши любимые песни? Ой, вы знаете, у меня очень много любимых песен. И вот как-то я не привыкла, чтобы ходить и напевать просто так песни. Вы знаете, у меня мама украинка, папа башкир. И я очень люблю украинские песни и люблю башкирские песни. Я очень люблю народные песни. Я очень люблю вот, арии, например. Я очень люблю песни Гайдена, песни Моцарта люблю. И вот что сегодня спеть, я даже затрудняюсь. Может быть, вам спеть «То березка, то рябина»? Да, давайте. Ту песню, которую, вы знаете, сколько лет назад я ее первый раз спела, сейчас я вспомню. Я училась в 1 классе, это мне было 7 лет. Это было 52 года назад, мой был дебют. Представляете? Спеть, да? Да. Да. В шутку. Да, это же шутка все равно, да? Не знаю, не знаю. Обязательно надо спеть, да? Что-то меня обтрадом. Вот, знаете что, я сейчас вам все-таки спою вот эту песню «То березка, то рябина». Я вот меня как учили в школе, вот так встать прямо, смотреть вперед. Что-то я оробела совсем, ребята. Сейчас. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной навек любимый, где найдешь еще такой, край родной навек любимый, где найдешь еще такой.
найдешь еще такой. Вы, наверное, ни разу не слышали еще в исполнении оперной певицы детскую школьную песенку «Край родной». Ой, надо было другую песню спеть, да? Да нет, красиво Нет, поешь. нам очень понравилось, как вы поете. Мне тоже. Да, у вас такой голос хороший. Ну, у меня голос оперный, не для этой песни же, да. Важен голос, Это- а не слова песни. Да, совершенно Самое главное. верно. Молодец, ты умница, правильно. Ваше любимое мужское имя это какое? Мое любимое мужское имя Евгений. А почему? А потому что у меня сын Евгений. А вы помните свою первую любовь? Помню. Расскажите. А что рассказать? Ну, кто он? Кто он? Да. Когда это было? Это было в школе, когда я училась в 8 классе. Это был мальчик, который учился в 10 классе. А сейчас вы знаете, где он сейчас Нет, находится? ничего про него не знаю. А где вы познакомились с мужем? Как все знакомятся со своими половинками, это, наверное, среднестатистический момент, там, где учатся, в институте, как правило. У меня муж баянист, и я с ним там познакомилась, и мы подружились с ним. Вы ревнивы? Мне кажется, что я не ревнивая, но... И мне кажется, что просто не наступил такой момент, чтобы ревновать. Но мне кажется, я могла бы ревновать, если бы был повод. Вы ругались с ним? Ну, мы ссоримся иногда, да. Без этого, по-моему, ни одна семья не живет. Как вы обращаетесь к мужу? Я люблю к нему обращаться Василий Иванович, так, в шутку. Ну, Вася. У меня муж Василий Иванович. А дети у вас поют? У меня дети хорошо поют, но они по профессии не музыканты. Сын у меня замечательно на фортепиано играет. Много ли у вас друзей? Друзей у меня много. Друзей. Но имеется в виду таких близких друзей немного. А есть среди них человек, который знает о вас абсолютно все? Я думаю, что есть. Кто? Это моя подруга. Одна. Я не буду называть ее имя. Она А про меня муж всё разве знает. не знает? Ну, мне задали вопрос среди друзей. Муж все про меня знает. То есть Какие? 2 человека, да? Да. Какие качества в людях вы не любите? Какие что? Качества в людях вы не любите? А какие не люблю? Я не могу сказать, что я не люблю или люблю. Я уважаю любые качества в человеке. Вот если они есть в человеке, эти качества, то вот такой человек. С этим надо как-то уживаться. Да, мириться, да. Нужно пытаться понять. Вот меня что раздражает? Нелогичность в людях. Вот что у некоторых людей отсутствует логика. Или если есть она, то они не согласно этой логике живут. Вот это меня в людях может раздражать. Вы любите решать логические задачи? Ну, наверное, люблю. Я никогда не пробовала, но мы вообще все решаем эти логические задачи. Когда смотрим, например, фильм детективный, да? Я, как правило, всегда знаю, кто кого убил, и за что, и когда это вскроется. Можете назвать именно самые-самые любимые качества у людей? Ну, В человеке в человеке. это доброта. Человек может быть глупым там, может быть, непрофессиональным, но если он добрый человек, то, наверное, это ему много что можно простить. Кто ваш любимый автор Автор чего? книги? Я любила в детстве, в юности, так бы сказать, читать Германа.
А почему? А потому что он очень красиво писал про любовь. А сейчас вы что читаете? В данный момент я ничего не читаю. Почему? Вот я не могу сказать, что у меня лежит книжка, которой я стремлюсь сейчас быстренько прийти домой и открыть ее и читать. Ну, так получилось в последнее время. Но это у меня временный период. Я книги люблю читать. Я просто вам обещала говорить правду. Я могла бы назвать какого-нибудь автора продвинутого и назвать вам название этого романа. Но в данный момент я действительно ничего не читаю. У вас есть любимое блюдо? У меня нет любимых блюд, но иногда я люблю покушать что-нибудь. А так любимых блюд нет. А вы сами готовите или кто-то другой? Я сама готовлю, и муж готовит, все готовим. Были времена, когда я все сама готовила, когда дети были маленькие. Сейчас мы с мужем можем по очереди готовить. Иногда можем вообще не готовить. Просто молочка попить или кефирчику на ночь. А домашняя работа, ну, работа по дому любимая есть? Ты имеешь в виду увлечение какое-нибудь, хобби, как принято говорить, да? Я, например, очень хорошо шью. Я вот даже не хочу скромничать, я очень хорошо шью. Я люблю шить, но последние годы я не шью. Я умею вязать, но последние годы я не вяжу, потому что все можно купить. Я крестиком вышиваю, вот это я люблю, вот это я сейчас делаю иногда. А убираться любите? Убираться люблю, особенно люблю мыть полы и мыть посуду. Гимнастикой занимаетесь, любите? Или любимый спорт? Нет, не занимаюсь, я люблю просто танцевать. Вот когда какие-то вечеринки, я очень активно танцую. Вот так танцую. На дискотеке ходите? По-всякому, а? На дискотеке ходите? На дискотеке не хожу. Нет, я уже пожилая женщина, не хожу на дискотеки. Ну, например, была вот в этом году в рок-кафе, где пела моя студентка. И мы там с моими дамами выходили танцевать на круг. А какой ваш любимый танец? Вот любимый танец, когда вот так вот что-нибудь делаешь. Вот это мой любимый танец. Да, да, да. А спорт любимый есть? Я в молодости играла в бадминтон, любила играть в бадминтон и в теннис. Вот это я люблю. Еще я люблю кататься на коньках. Я всю жизнь каталась на коньках до 96-го года. А вы любите праздники? Праздники люблю. А вы любите приходить в гости или чтобы гости приходили к вам? Я люблю, чтобы гости ко мне приходили. У нас так получается, что мы к себе гостей больше зазываем, чем мы ходим в гости. Но я люблю ходить еще, знаете, куда? На банкеты. Это у меня в последнее время. Мне, знаете, нравится какая тема? Думать, что же я одену? Какое же платье я одену на этот банкет? Какие же туфли я должна одеть? Вот в этих муках я люблю находиться перед ожиданием банкета. Это последнее время так. А вы были в экстренных ситуациях? Вот с опасностью для жизни Да. была. Я один раз тонула, например. И меня спас молодой вы человек спасли? один. Меня просто вытащили из воды. Он меня на руках принес. Это было на реке Дема. Сколько вам было лет? Я училась как раз в нефтяном институте. Он меня А вы его спас. как-то отблагодарили? А? Как- Я как-то не успела, я просто была в таком состоянии, в состоянии стресса, шока, да. А он такой настоящий герой, который вот сделал свое дело и ушел. А что вас может довести до слез? Красивый пейзаж, удачно сказанная фраза по телевизору, когда смотришь, какой-то взгляд, который вдруг подсмотрела. Вот что угодно меня может довести до слез. А вы кого-нибудь доводили? Нет, не доводила. А когда вы сами последний раз плакали? Ой, я плачу часто очень. Очень часто плачу. А что помогало вам преодолеть периоды полного отчаяния? Мне помогал, во-первых, мой характер. Я всегда благодарю своих родителей за свой характер. И, конечно, мой муж.
Когда мне было трудно, муж для всегда меня настоящее мужское плечо. А за какой поступок вам до сих пор неудобно? До сих пор неудобно. За один поступок мне до сих пор неудобно. Мне нужно про него прямо рассказать, да? Да, если можно, то Да, конечно. Да, да. Я когда была совсем юной, я подписала одну коллективную петицию в защиту одного преподавателя. А потом я пожалела об этом. Вот я переживала не за то, что я подписала, а что я пожалела об этом. Я как бы, видимо, струсила в какой-то момент. Какая ваша самая любимая погода? Во-первых, мне нравится осень, и чтобы сухая была осень, и желтые листья, чтобы шуршали. А какие ваши любимые цветы? Ромашки, обыкновенные полевые ромашки. Простые цветы. Самые простые, самые красивые в мире цветы. У вас есть любимое место, которое вы можете назвать именно вашим? Вы чувствуете себя там комфортно? Вот мне хорошо в Башкирии. Вот куда бы я ни ездила, у нас очень хороший климат. Здесь очень хорошая природа, здесь очень хорошие люди и очень какой-то хороший вот, микроклимат в нашей республике. Мне никуда не хочется. Какую роль в вашей жизни играют деньги? Они играют роль в моей жизни, как в жизни любого человека. Если есть деньги, то это хорошо. Если нет денег, то они никакой роли уже не могут играть. Поэтому желательно, чтобы в жизни любого человека деньги играли какую-то роль, только не главную пусть. Все боятся бедности, а вы боитесь? Я ее не боюсь, я думаю о бедности, я думаю о бедных, себя представляю, к какому клану я отношусь, бедным или богатым. Я просто рассуждаю о бедности, ее бояться нет смысла. Светлана Ивановна, а вы суеверны? Я, наверное, не суеверная, а может и суеверная. Как про себя сказать точно? Я знаю, существуют какие-то приметы. Некоторые приметы смешные, некоторые приметы уважительно к ним относишься. Но я верю в судьбу, например. Значит, я суеверная. В чем вам видится смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы жить. Жить так, чтобы было интересно, жить так, чтобы было хорошо твоим близким, жить так, чтобы была от тебя польза всем тем, с кем ты общаешься. Вы хорошо помните свой самый счастливый день в жизни? Я помню, вот я не могу в единственном числе это обозначить, но я помню определенные счастливые дни в своей жизни, очень хорошо помню. Расскажите о нем. Про какой-нибудь, да? Ну, сам счастливый день. Ну, все счастливые дни моей жизни связаны это с моей семьей, с моими детьми. Например, когда я первый раз увидела свою дочку, когда я ее родила. Например, когда улыбнулся мой Женя первый раз. Вот это я очень хорошо помню. Помню, как я, когда Женю родила, и муж мне сказал: Света, ну наконец-то себе родила ребенка, куклу. Потому что со вторым ребенком я нянчилась, как будто это моя кукла. С дочкой было не так. С дочкой, потому что там опыт еще небольшой. И как-то с ней осторожно, очень правильно, по правилам. А с Женей я уже игралась как с куклой. Вы счастливый человек? Да, я счастливый человек. А как для вас пахнет счастье?
Счастье пахнет маленьким ребеночком, от которого молоком материнским пахнет. А какого оно цвета? Счастье разноцветное, мне кажется. Цвета у него, наверное, нет. Много-много ярких. Но цветов. только точно не белые и не черные. Вот в этом многоцветии нет белой краски, нет черной краски. Ну, для меня, во всяком случае, так. Светлана, наверное, спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы были очень рады познакомиться с вами, узнали о вас очень много нового. Я хочу вам пожелать в вашей творческой деятельности много успехов и, конечно же, здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы пришли на нашу программу. Вы очень искренний человек, веселый такой. И очень хорошо вы поете. Успехов вам. Спасибо Хотелось большое. бы, чтобы вы еще раз пришли на эту программу. Спасибо, ребята. Мы должны не забыть сфотографироваться, ладно? Да, Мне все вы так вместе. все понравились. Я вам ни в чем я вам не солгала. Спасибо вам за вопросы. Спасибо вам за любопытство в мой адрес и за такое доброе, искреннее внимание ко мне. Я желаю вам успехов в ваших всех начинаниях. Вот вы занимаетесь рисованием, да, вот желаю вам в этом успехов. Желаю вам хорошей учебы. И еще, знаете, желаю, чтобы вокруг вас всегда были хорошие люди. Около вас всегда были хорошие люди. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А вот журналистам отвечать сложнее. Потому что я вот сегодня уже говорила, что меня всегда меня раздражает отсутствие логики. И отсутствие логики вообще априори не может быть. Но логика моя может не состыковываться с логикой, например, журналиста. А с детьми, если с ними искренен, ну ты всегда в одной системе координат с ними легко. Вот это. Мне очень понравилось общаться с Светланой Анваровной. Она очень жизнерадостный человек, от нее таки исходит такой энергетикой. Мне было с ней очень весело. После нее так повысилось настроение, она добрая, она искренне отвечала на наши вопросы. И в своей работе я ее показала яркими красками, так как она добрая, веселая. Она очень веселый, энергичный, эксцентричный, можно даже сказать, человек. У нее очень хороший голос. Она красиво поет. Мне понравилась история про его отца, который ушел бы на войну после школы. Я на своей рисунке нарисовал ее жизнерадостной, доброй и добавил яркие цвета. Я сейчас сужу не по технике рисунка, не по тому, как вот правильно, неправильно нарисовано, а по тому, как настроение подано, вот мое восприятие меня. Это девочка в зеленом, Диана. Вот она точно передала, мне кажется, как мне кажется, мой характер. А если говорить обо всех, то все вот что-либо во мне подчеркнули то, что во мне действительно есть. И вообще надо сказать спасибо вот такому случаю, потому что дети видят то, что оно на самом деле есть. И я поняла про себя, что со стороны я выгляжу даже, может быть, несколько агрессивно для некоторых. Вот моя прическа, например, мой этот боевой раскрас, красные губы, очки, которые грозно всегда выглядят. Но вообще вот то, что держит по жизни меня, вот это вот дети увидели, вот какую-то силу, в которую я в себе, может, и не ощущаю.